заместитель начальника санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Калыкова-Асель во время брифинга рассказала о том, будут ли ограничивать доступ к оффлайн-обучению невакцинированным от коронавируса детям. Она напомнила, что вакцинация в Казахстане является добровольной. Никаких ограничений, естественно, не будет. Вакцинация в Казахстане является добровольной и проводится с согласия родителей. Для проведения вакцинации ребенка достаточно согласия одного из родителей, пояснила Калыкова. Она также добавила, что согласных с вакцинацией родителей в Алматы каждый день становится больше. Точную цифру назвать сложно, потому что ситуация постоянно меняется. Работники Управления общественного здоровья и территориальных управлений санэпидконтроля проводят постоянную разъяснительную работу. Напомним, накануне в Алматы доставили первую партию вакцины Pfizer. Препарат предназначен для вакцинации детей, а также кормящих и беременных женщин. Также председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова прокомментировала возможность введения вакцинации детей с 5 лет. На сегодня инструкция, которая применяется и зарегистрирована в Казахстане, это инструкция к вакцине Pfizer. Вакцинация с 12 лет. Но хочу отметить, что сегодня уже производитель выпускает вакцину для детей с 5 лет, то есть в Америке уже началась вакцинация детей с 5 лет тем же самым Pfizer, но в другой дозировке. Если производитель внесет соответствующие документы в наш орган, то есть на регистрацию, в инструкцию внесет с 5 лет, то тогда это позволит вакцинировать детей с 5 лет. Но сегодня по утвержденной инструкции с 12 лет, сказала Айжан Есмагамбетова в кулуарах правительства. По ее словам, вопрос расширения возрастного показателя для вакцинации зависит от производителя.